Главным символом Нового года была и остается зеленая красавица ель. В Сухуми на площади Свободы уже установили 18-метровую конструкцию, которая в ближайшее время приобретет надлежащий вид. Главную елку страны в этом году планируют украшать исключительно светодиодными огнями. Идет монтаж зеркал, вы видите. Ночью оно даст эффект, в общем, двойной такой красоты. Огни, в общем, огнями будет украшена сама елка без игрушек в этом году. Сегодня это в тренде, в моде считается, и это будут теплые тона. Рядом с главным символом Нового года устанавливают сцену, на которой в новогоднюю ночь пройдет праздничный концерт. Помимо этого, здесь же у елки будет организован открытый кинотеатр, где по вечерам будут транслировать новогодние фильмы и мультфильмы. Впервые на площади Свободы в новогодние праздники появится искусственный каток для детей и взрослых. Следует отметить, что коньки всем желающим будут выдаваться бесплатно. Госкомитет по молодежи совместно с администрацией пришли к тому, что для нас, для абхазов, отсутствие снега и льда, в принципе, это нормальное явление, а вот подарить жителям Абхазии такую возможность попробовать сделать первые шаги на коньках, я думаю, это очень даже интересная идея. И размер катка 10 на 20. Я думаю, что для первых шагов на этом поприще, я думаю, что это достаточно. Кроме того, планируется украсить дорогу к площади Свободы от улицы Гардзенба. В парке Свободы установят оленей и снеговиков с подсветкой. Праздничные мероприятия у главной елки страны начнутся 26 декабря. Ежедневно здесь будут организованы различные интерактивные игры для детей, квесты, концерты. Словом, гостей и жителей столицы ждет много приятных сюрпризов. Чтобы праздник ощущался не только у главной елки, но и по всему городу, во всех микрорайонах столицы также будут установлены елки. Все работы по новогоднему убранству Сухума планируется завершить до 25 декабря. А в новогоднюю ночь праздничная программа на площади Свободы в Сухуме начнется в час ночи при любой погоде. Аля Катрапш, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение.